Все письменные и устные обращения граждан, независимо от национальности, осуществляются на русском языке. Исключением, возможно, в местах массового проживания того или иного народа, или если случайно попадается служащий, чиновник, говорящий на языке обратившегося человека. Хотя закон гарантирует гражданам обращаться в государственные учреждения на одном из государственных языков или на языке, которым они владеют. В настоящее время среди нерусских горожан сохраняется тенденция к преимущественному овладению русским языком. Для коренного нерусского горожанина родной язык – это скорее символ этнической идентичности, нежели средство общения. Он признает этнический язык родным, но не видит необходимости во владении им. Причиной тому является то, что для удовлетворения коммуникативных потребностей, для решения жизненных проблем ему вполне хватает русского языка. Языковое поведение нерусского горожанина в условиях двуязычия во многом зависит от уровня владения обеими языками. В конкретной речевой ситуации он использует тот из языков, которого достаточно для достижения желаемого общения в данный момент. В зависимости от того, владеет ли его собеседник тем же языком, что и он может переходить с одного языка на другой. Выбор языкового кода зависит от сферы, места, времени, темы коммуникации, ролевых связей говорящих, их социальных и демографических признаков, а также от степени владения тем или иным языком и от языкового опыта, умения переключаться с одного языка на другой. Как показывает наше наблюдение, в условиях башкирско-русского двуязычия очень часто языковое переключение, а в особенности языковое смешение, при котором лексико-грамматические пробелы в родном башкирском языке восполняются элементами русского языка, происходит из-за низкой языковой компетенции индивидов. Человек, казалось бы, в простой ситуации смешивает два языка. Например, вместо «кискилям тебе айтты» он говорит «айтты, что кискиля». Или вместо «шалтрадан» звонить идем, вместо «юлангай брай магазинга инербер», «по пути брай магазинга инербер». По мнению Сагдиевой из Татарстана, такие явления, как интерференция, например, балабыз децатсайри, перевод алдым, необоснованное использование калик типа «бадниневаккаладасымый», использование русского принципа построения предложения, например, «без барабыз буган театрла» вместо «без буган театрла барабыз», возникли в результате двуязычия и весьма негативно влияют на развитие татарского языка. Схожей точки придерживается и профессор из Хакасии Баргаякова, которая пишет, что среди факторов, влияющих на витальность языка, следует отметить явление интерференции, происходящее в результате языковых контактов и одностороннего билингвизма. Что касается хакасов, то явление интерференции особенно часто встречается в речи хакасов, для которых русский стал основным языком общения. При этом его ускорению способствует то, что говорящие на смешанном языке понимают, что слушатели двуязычные и все заимствования из русского будут понятны. Хакасам также свойственно использование русских синтаксических конструкций и заимствований даже при наличии эквивалента в родном языке. Другой хакасский ученый Карпов замечает, что явление смешения хакасского и русского языков характерно устной речи на хакасском языке и объясняет это частичной утратой знания хакасской лексики и навыков речи на родном языке говорящего и сильной интерференции русского и хакасского языков. По его мнению, в хакасской интеллигентной среде не чувствуется осуждение такого смешения двух языков. Часто приходится слышать, что человек переходит на русский язык, потому что якобы для него недостаточно слов родного языка для передачи своих мыслей и чувств. То есть он находит родной язык бедным. Но на самом деле беден не этнический язык, а лексический запас конкретного человека. Такому человеку остается лишь пожелать, чтобы он совершенствовал свой язык, пополнял свой словарный запас путем чтения художественной литературы, справочных изданий, словарей на родном языке. Низкая языковая компетенция для развития языка опасна тем, что со временем человек, сочтя родной язык негодным для полноценного общения, из-за якобы его ущербности может полностью отказаться от него. А уменьшение числа носителей языка приводит к замедлению, а то и к прекращению его функционального развития. В
На наш взгляд, сохранение нерусских языков в условиях двух государственных языков или в условиях двуязычия, побуждение интереса к его изучению могут способствовать организации высококачественного обучения языку, стимулирование лиц, овладевших языком, формирование у ребенка с раннего детства ценностных установок, ориентированных на необходимость знания родного этнического языка. Люди, которым не безразлична судьба родного языка и которые не на словах, а на деле делают все возможное для развития языка. То есть они сами владеют языком, считают, что их дети, несмотря ни на что, тоже должны овладеть им. Говоря о перспективах развития языков, следует сказать, что не стоит ждать автоматического решения проблем ни от государствления языка, ни от самого факта преподавания языка. Лишь общими усилиями и со стороны руководства республики, и работников образования, и отдельного человека можно добиться каких-либо результатов. Поэтому было бы неправильно перекладывать ответственность только на одну из сторон. На наш взгляд, данная мысль довольно четко выражена в статье Мухарямовой из Татарстана. Она отмечает, языковая политика не может быть эффективно проведена в виде единовременного акта путем принятия одного закона или одной программы. Как показывает международный опыт, эффективная языковая политика становится результатом длительного и последовательно осуществляемого законодательного регулирования. До сих пор, кажется, единственным субъектом языковой политики считались государственные инстанции. Думается, что процессы развития и защиты языков возможны лишь в результате усилий всей общественности, всех социальных институтов. Языковая политика не может быть сведена только к мерам правового характера или организационно-управленческого плана. Важно также учесть социолингвистические принципы и моральные, психологические составляющие. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Я очень прошу вот тексты ваших выступлений и докладов или в презе, или в президиум, или же секретариат, поскольку мы постараемся их как-то публиковать и довести до вас. Сейчас мы, наверное, все-таки объявим маленький перерыв. Немножко отдохните. Что в выступлении доклады были по теме. Нас беспокоит тема не в республиках, двуязычии. Нас беспокоит проблема закона 309, которая нас всех лишает языка. Поэтому только в этом плане нужно выступающим и делать доклады. Я так считаю, будет правильно. Спасибо. Я думаю, что я так полагаю, что все выступающие впредь ваши замечания учтут. Спасибо. Перерыв. Благодарствовала президиум Иргулю Ушкане, Изе президиумла делегациям Ханазем, Паян Пирень, Узгах Марчи Ваша Живенче, Пиде Пысок Пердерыш Лекун. У нас сегодня очень знаменательный день. Дело в том, что мы этого форума ждали. Мы нуждались в этом форуме. Конечно, в республике, в нашей родной Чувашской, проблема языка уже который год тревожит людей, особенно образованную часть. Национальный конгресс этот вопрос всегда держит в центре внимания. Но наши усилия, наши старания, если посмотреть с точки зрения результатов, они еще не могут быть такими, не могут принести нам удовлетворение. Нам всегда хочется большего, лучшего, чтобы достижения наши были более весомыми. И в этом смысле то, что вы приехали к нам,
то, что вы с новыми идеями и очень даже высоко научными и с политической точки зрения очень зрелыми идеями здесь выступаете, это нас, членов Совета Старейшин Национального Конгресса, радует. И мы надеемся, что здесь сказано и какие решения вы примете, все это будет доведено именно до руководителей государства, чтобы это не замыкалось только рамками Чебоксар и Чувашии. Надо сделать все, чтобы достучаться до руководителей государства. Но я насчет министра Фурсенко, конечно, небольшой специалист. Я непосредственно в школе теперь уж не работаю. Я 40 лет педагогической деятельности, ну, вроде бы свой завершил. Я сейчас, можно сказать, наблюдатель. Но в какой степени учителя, преподаватели, педагоги, ученые довольны с политикой министерства министра Фурсенко, я, конечно, это вы лучше меня, конечно, знаете. Итак, дорогие гости, я вас еще раз сердечно приветствую. Но у меня есть, как у человека, пожившего чуть дольше других, еще одно существенное замечание. Никогда проблемы языка не рассматривайте в отрыве от политики и экономики. Вот это главная ошибка, которая допускается филологами. Они не, вот это как бы отдельно. Это все тесно связано с политикой и экономикой. Вот и надо в комплексе рассматривать надо. Если же мы сейчас видим в Чувашии, что многие вынуждены покидать республику в поисках заработка денег, то эти люди уже отрываются от нашей этой языковой среды. Видите, как экономика, вот неналаженная экономика, как подрывает и этот вопрос. Вы с этим согласны? Вот поэтому я обращаюсь к молодым ученым, педагогам, общественным деятелям, что язык – это не просто язык. Язык тесно связан с экономикой и с политикой. Итак, дорогие делегаты, дорогой оргкомитет, мы, члены Совета Старейшин, чрезвычайно удовлетворены, что вы выбрали для такого форума именно столицу нашей республики. Шаблабулдар, да будет так. Мухтарям Джамилат, уважаемые собрания, я прежде всего хочу обратить внимание на доклад Эктора Элоса из Барселоны, это столица Каталонии. Это народ, который, в общем-то, принял огромное участие и внес большой вклад в разработку европейских документов по сохранению языковых меньшинств на нормативном уровне. Наш разговор тоже сегодня идет не о качестве обучения или создании условий, именно о нормативно-правовой базе национального образования и обучения родным языкам, который является этой частью этого образования. Законодательством Российской Федерации понятие национального образования не определено. В сложившейся практике мы под национальным образованием понимаем обучение и воспитание на родном языке и изучение родных языков. Это на уровне понятия. Но в этом смысле любая система образования является национальной. Ни национального образования не бывает. В Российской Федерации подавляющее большинство учреждений ведут обучение и воспитание на русском языке, и по сути дела они являются русскими национальными учреждениями. Они не нейтральные, они воспитывают русский народ, кто бы там ни учился.